я очень рада, потому что, ну, Арина, правда, честно, вы видели, она старалась. Вот. Но... Наверное, все дело, может, действительно приложение не было обновлено, потому что я сейчас его обновила. Вот. Да, нет, мне прямо написали. А мне вот это не просто нельзя вот папиные посты. Да что ты говоришь? Нельзя только планета. Это мама, дочки, и Верочки, и Бабагаря дочка. А если там машина едет, ну вообще. А если она везет, а машине, мне что-то сказала, да, делают это, ну ты, какая история? Я считаю, что это прям вот, ты какая болтушка. Тебе надо с моей Ксюшей познакомиться. Это мама-дочка. Мама-дочка? Мама-дочка? Да. А у меня тоже есть дочка. А улице там жарко, там на балконе жарко. А улице жарко, мы мне мячики не купили потом. Мне мячики не купили, елки. Вы купили мячики. Какие-то мячики мы не купили. Мячики купили. Елки. Не купили, а елочку купить, елочки. В Москве стало елка большая. В общем, вам не скучно, я хочу сказать, да? О, Вера очень много говорит, она просто вообще не перестает, не замолкает. Она обычно в прямом эфире сама со всеми общается, а мне не дает. Вер, давай с тобой будем выходить, будем созваниваться и будем болтать. Я Ксюшку выведу тоже в прямой эфир. И вот вы будете там часами разговаривать. У нас телефона не совсем не так. Даже как мы не видим эфир. А папа где-то? Ты рассказываешь, как ты в эфир выходишь? С какими мучениями, получается? Да. Это не папа, это Юля. А это? Это мама. Это мама. Тетя. Слушай, ну у тебя скоро, у Веры, я посмотрела, у тебя скоро день рождения? Да, через месяц у тебя день рождения. 3 годика будет через... Тебе будет 3 годика. Да? А что ты, Верунчик, у тебя уже есть какие-то, у тебя есть уже на день рождения, что ты хочешь? Список подарков есть? Вер, что ты хочешь на день рождения? Игрушки, мячики. Мячики. Я мячики хочу. Какие-то мячики нужны, не Какие-то знаю. мячики. Сегодня тема мячиков. Хорошо, понятно. Мячики. Ну, расскажите чуть-чуть, что у вас там вообще, что у вас сейчас происходит. Сейчас я, наверное, отойду, потому что Вера нам не даст поговорить. Я просто в другую комнату перейду, ну, а то она будет перекрикивать нас постоянно. Очень, очень хорошо понимаю. Да. По европейскому. Да, немножко вы зависаете, может быть, там хуже интернет. Да, может быть, сейчас я попробую еще походить. Вот, может быть, здесь лучше будет. Сейчас я возьму. Вот, да. Так, слышно меня хорошо? Да, я слышу. Слышно, видно. И не подзависает, я взяла сюда, принесла. Пока вроде нет. Вот, значит, там есть 12 килограмм уже, и получается, что да, предельно вот это 13,5 так немного осталось, вот. И вот поэтому как бы времени, ну, как вот ждать и долго вот собирать нету, а сбор у нас двигается очень медленно, ну, прям совсем практически не двигается. Сколько у вас сейчас собрано? 9 миллионов там с небольшим.
Вот. Да. То есть, и как бы вот он двигается, ну, очень медленно, там буквально вот у нас за 3 дня собирается, вот так вот. У нас просто волонтеров еще не очень много, таких вот активных. Друзья, ну давайте сейчас я не знаю, я постараюсь и эфир Арины как-то присоединить, и это тоже сохраню, пожалуйста, да, ну давайте с волонтерами как-то, волонтеры, ау, я знаю, что вы есть. Надо еще больше. Но вот у нас активных, наверное, человек 15 девочек вот активных, вот кто постоянно что-то делает. Мгм. Вот. Так, тут Ну вот здесь, знаете как, вот девочки, привлеките еще девочек, а эти девочки привлеките еще мальчиков, и еще привлеките кого-то, потому что это их активности. Ну да. Вот, поэтому, слушайте, но на самом деле надо сказать, что сейчас сборы упали у всех. Да, это точно. Это Вот. так. Поэтому Да. это вот то начинание, которое, ну, как бы очень хорошее начинание, да, вот этот шаг как бы от государства навстречу. Просто немножечко рано как бы об этом вот постоянно, да, заговорили, Да. ну что значит рано? То есть, ну, это новости, безусловно, да, но для людей, которые не в курсе и не в материале, у них ощущение, что как бы все уже решили, Да, все все уже уже работает. да, все уже работает, а люди почему-то продолжают собирать деньги. Вот сейчас мы занимаемся тем, что все время поясняем, да, что это не так, что мы очень надеемся, что это именно так и будет, что будет все за счет государства, да, будет оплата. Но пока это не так. И что СМА это та болезнь, которая вообще не может ждать. Да. Ну Да. вот совсем. Времени практически ни у кого нет. Вот, Просто ни у кого. каждый день промедления, как говорится, Вот у вас там, вот влияет на Верочка, я состояние. смотрю, да, она девочка, как бы, слава богу, понятно, что она такая крепкая, но она может не пройти уже просто по килограммам, потому что существует протокол. Кто-то из малышей просто теряет катастрофически свои все навыки, функции, начинает хуже глотать, начинает это. То есть у всех разная, у всех разная катастрофа, но это на самом деле так, что СМА это просто, ну вот это время. Да, времени нет, мне кажется, вообще ни у кого, чтобы Вообще ни у кого нет. И главное, понимаете, как если когда не было лекарства, и не было начать лечить ребенка, а невозможно просто это делать из-за, да, ну, так не может не врачей на то, что вам показано Золгенсма. Ну, у нас как получить назначение нашего врача, ну, российского, невозможно. Невозможно получить. Никто его не дает. Вот. Почему? У нас, Да. они, ну, не просто так все или нет, вот, только так. А наши врачи, они на себя ответственность такую не берут, мне кажется, просто. Это не хотят ее